Фараздат Милконович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Для начала хотела бы зачитать те направления, которые вы координируете в качестве вице-премьера нашей республики. Минсельхоз, Минсоцобеспечения и демографической политики, Минтуризм, Госкомитет по экологии и природопользованию, Госуправление лесного хозяйства, Госуправление по землепользованию и кадастру, Госуправление по архитектуре и градостроительству, Государственная ветеринарная служба, Госинспекция по карантину растений. Достаточно большой перечень направленностей, как вы намерены справляться с таким фронтом работы на новом поприще. Здравствуйте, Бела, уважаемые телезрители, спасибо за ваше приглашение. Да, на самом деле направлений очень много, да, но это для меня вызов и большая ответственность. Как буду вести работу? Наш премьер-министр Владимир Валерьевич задал такой тон, вновь назначенные министры, да, там и начальники комитетов, управления, он сказал такую вещь, что да, вот какую они работу проделали, что они предлагают, и в связи с этим мы будем им помогать и содействовать в их работе. Я считаю, что работу надо проводить эффективную. Знаете, как я, самое первое, конечно, я буду действовать в рамках своей компетенции. Это то, что я уверенно могу сказать, да, и будем вести плодотворную работу. Это координация и контроль по министерству, ведомств. И в рамках своих вот этих полномочий я и буду действовать в этом направлении, вести эффективную работу. Главное наладить, да, системность и эффективность работы в целом. И чтобы мы улучшали те позиции, которые у нас есть. Да. Есть много недоработок, конечно же, да, сложностей в каждой отрасли на самом деле. Да. Но будем потихонечку развивать с общими усилиями. И все те поручения, которые будут даваться президентам и премьер-министрам, будут мною выполняться. Вот на сегодняшний день какие, на ваш взгляд, существуют уязвимые места? Быть может, вы можете обозначить какие-то белые пятна? Ну, вы знаете, как уязвимых мест или зон на самом деле хватает в каждой отрасли, да, но это не говорит о том, что все у нас вот очень плохо и только это. Есть и хорошие, и положительные моменты, да, в каждой работе, в каждом министерстве. Улучшать качество работы, улучшать, знаете, как все те положительные, которые есть моменты, да, будем их добавлять, увеличивать, расширять. Все те, которые есть минусы, да, над ними вести работу. Я вот лично как считаю, да, вот есть работа над ошибками, да, где-то же бывает такое, да, там допустили ошибку. Ну, лично я как подхожу, да, не бояться ошибаться, а наоборот работать над ними и исправлять наши ошибки. Ну, с позитивом, и в таком, да, конечно, в таком ключе вести такую полноправную, плодотворную работу. Вот в качестве вице-премьера на что вы будете обращать больше всего внимания? Какие-то, может быть, акценты, на ваш взгляд? Ну, самый главный акцент, я считаю, это системность, эффективность и результаты нашей работы проделанные. А планируете ли вы как-то взаимодействовать с населением для достижения более эффективных результатов? Обязательно. Это, я считаю, что это Какая-то отчетность, первостепенная может моя быть, задача, знаете, вот налаживать связь между государством и нашим обществом. Да? Наше общество очень чувствительное на самом деле, и мы в обязательном порядке, я даже вот готов ездить по районам, да, там, на какие-то встречи с общественностью, с жителями нашими. И наша власть должна не только быть слышащей, но еще и выполняющей. Да? И вот Владимир Валерьевич, у него есть такое выражение: обещать то, что исполнится, и исполнять то, что обещано. И вот в таком русле мы будем работать, и обязательно связь с общественностью мы должны поддерживать, потому что мнение народа надо учитывать, надо с этим считаться. Ну вот сейчас такая сложилась хорошая тенденция относительно государственного канала. Наши все нынешние чиновники открыты к диалогу, что не может нас не радовать. И я думаю, что этот хороший пример станет достойным продолжением и дальше.
И вот как раз вот эта вот цепь взаимосвязи между населением и госаппаратом, она будет очевидна. Вы Конечно, согласны? конечно, согласен и полностью поддерживаем. И премьер-министр нам также дал одно из поручений, то, что вы обязательно, чтобы выходили на эфир, общались, чтобы никто из чиновников не был закрыт. И вот открыто разговаривали, говорили о проделанной работе. Вот из вашей биографии следует, что вы пару лет являлись членом общественной палаты, и, наверное, достигнуты были какие-то положительные результаты. Можете немножко об этом? Работая в общественной палате, там, больше, наверное, находясь, да, вот, конечно, для меня это очень ценный опыт. Я получил именно в общественной жизни нашей страны, как бы, да, там я познакомился с хорошими, авторитетными людьми, с авторитетным мнением, и для меня это был большой опыт, общаясь с ними, да. Это я так считаю, что там вот такие были персонали, да, старшего поколения особенно. Это как живой источник знаний и мудрости. И для меня это большой опыт. Спасибо им за это большое на самом деле. Ну, находясь в общественной палате, я тоже принимал активное участие, входил в комиссии, в которых разрабатывались рекомендательные там, как сказать, рекомендательные формы были, которые для развития экономического, сельскохозяйственного и туристической отраслей. Как бы я в этом принимал тоже Ключевые отрасли, да. да, ключевые отрасли, в которых я тоже как бы принимал участие активное. Плюс содействовал как бы в социальной помощи наших граждан, там, по правовой случаях тоже как бы, да, защищали граждан наших, ну, на уровне общественной палаты. И вообще считаю, что общественная палата она очень серьезная такая площадка, это главный общественный орган нашей страны, да, и все вот эти наши кризисы, которые в нашей стране происходили, очень много раз они именно на этой площадке решались, и вот этот градус, накал политических наших страстей, как бы он там и как-то расформировали, уменьшали этот накал, который происходил в нашей стране. Я до сих пор как бы с моими коллегами на связи и где-то даже привлекаю их к своей работе, это мне помогает в моей работе, как бы. Вот сейчас у нас есть комиссия по гуманитарной помощи, там впервые вот члены общественной палаты стали членами этой комиссии. Вы в дальнейшем планируете Конечно, взаимодействовать, обязательно да? взаимодействовать и вести плодотворную работу вместе с ними, потому что там и помимо старшего поколения, там есть и молодежь, очень активная, грамотная, образованная, с которыми я готов работать дальше тоже. А вот вы являетесь человеком из бизнеса. Какие черты личностного характера и вообще профессиональные черты вы готовы применять в вашей непосредственной нынешней деятельности? Вы знаете, ориентир это, конечно, результативность прежде всего, да, это коллективная работа, да, у меня тоже вот в моей отрасли, да, в бизнесе тоже там коллективная работа была, коллективное мышление, да, я не только руководил, правильно, я еще и принимал коллективные решения, как бы вот в этом ключе, как бы, да, мне очень удобно, я и на госслужбе, также моя служба тоже, она государственно-гражданская, как бы считается, да, мне это, конечно, облегчает вот это стремление к работе, принимать быстрое решение, если оно очевидно, да, где проблемы, вот. В этом ключе, как бы, мне, конечно, это очень сильно помогает. Именно результат, как бы, да, очень важен, что в бизнесе, да, эффективность работы, да, вот коэффициент полезного действия и прочее, как бы, это очень связывая с госслужбой, как бы, и этот опыт я, конечно же, применяю на своей же работе. Это мне очень помогает. Что для вас значит Абхазия? Вот как-то я читала ваше интервью, вот сейчас буквально зачитаю цитату, где вы как-то сказали, что Абхазия не земля моих предков, но это моя родина, это мой дом, и второго дома у меня нет. Но живя в Абхазии, у меня есть два дома. Это мое родовое село и город Сухум, где я живу сейчас. Какие, на ваш взгляд, необходимо использовать механизмы для укрепления государственности и какой бы вы хотели бы видеть нашу страну в ближайшем будущем? Ну, Абхазия это моя родина, это на самом деле так и есть, это я всегда говорил и везде.
здесь я родился, вырос, здесь живет моя семья, как бы это мой принцип такой, знаете, служить Абхазии как бы на благо нашей Родины, народа нашего, как бы, да. И для меня это очень важно. У меня второй Родины нету, как бы, я здесь живу, созидаю, тружусь на благо, на развитие нашей страны. И весь свой опыт, знания я готов вложить в это, в развитие нашего государства. Ну, конечно же, что самое главное, да, самое главное, чтобы наше государство было устойчивым, чтобы у нас здесь был порядок, чтобы у нас медицина была, да, образование было как бы, да, на высоком уровне. И в этом ключе буду работать, и я думаю, что все мы, граждане Республики Абхазия, будем только в созидании строить успешное будущее, да, развивать нашу страну вместе с нашим народом многонациональным. Благодарю вас за беседу. До свидания. Спасибо, всего доброго.